Меры поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций обсудили в ходе оперативного совещания регионального Кабмина. По словам первого зампреда правительства Коми Эльмиры Ахмеевой, для предприятий региона разработан широкий спектр поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. И многие предприятия Коми уже успели ими воспользоваться. Субсидия для предоставления финансовой поддержки предприятий в форме грантов на компенсации части затрат на возмещение процентов по кредитным договорам. Эта мера была федеральная. За счет средств федерального бюджета было перечислено 3 предприятиям. Сумма небольшая за текущий месяц, однако она ежемесячная и распространяется также на весь 2022 год по заявкам каждый месяц. 3 наши компании получили компенсацию. Особое внимание во время совещания уделили продовольственной безопасности региона. По словам руководителя регионального Минсельхоза, предприятия торговли имеют достаточные запасы продуктов, которые в среднем составляют от 2 недель до месяца. А рост цен не превышает средние цифры по стране. Наблюдается рост цен на гречку, масло подсолнечное, свинину, молочную продукцию в пределах до 5%. В то же время снизились цены на сахар, соль, муку, рыбу, яйца, мясо кур в пределах до 6%. Вот эти ценовые тенденции находятся в пределах среднероссийских показателей. Говоря о заготовке кормов, то аграрии Коми выполнили 35% плана по сену, 42% по грубым и сочным кормам. В целом темпы сенокосной страды лучше прошлого года. В лидерах по заготовке кормов Кайгородский, Сысольский и Каркировский районы. В этих муниципалитетах закрыто уже больше половины плана.